Сегодня четверг, и, как всегда, в прямом эфире городского телевидения программа «Крупным планом». И я ее ведущая Лиана Кириллова. Здравствуйте. Тема эфира сегодня – налоги. И гость студии – заместитель начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 37 Андрей Владимирович Дубровский. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. В ближайшие полчаса вы можете звонить нам по телефону студии 5 14 95, либо писать сообщение в Вайбере или WhatsApp на номер 8 927 303 43 43. Андрей Владимирович, чуть больше месяца осталось до срока уплаты имущественных налогов, это 1 декабря. До этого момента необходимо уплатить налог на имущество, это земля, транспорт и налог на имущество. В связи с этим рассылка налоговых уведомлений уже началась, уже ведется в городе? На сегодняшний момент рассылка налоговых уведомлений у нас по Башкирии началась с 25 сентября этого года. Вот. То есть первые уведомления поступили, уведомления у нас по нашей инспекции уже начали получать. Вот у нас Зилаевский район, Сибайского начнут, Сибай тоже уведомления поступили, их начнут получать. Вот, поэтому в ближайшее время наши граждане получат данное уведомление на уплату имущественных налогов. Но очень многие интересуются, задолженность придет, налоговое уведомление придет на почту или нужно самим о своей задолженности узнавать? Вот на сегодняшний момент, на сегодняшний день, то есть у нас развивается активно различные сайты, в том числе налоговая инспекция находится, у нас есть по развитию сайтов довольно-таки в первых местах по министерствам Российской Федерации различным. Вот на сегодняшний день, то есть уведомление можно получить, наш гражданин может получить, то есть двумя способами, даже я бы сказал, может быть, тремя способами даже. Но первый способ – это в том случае, если гражданин в свое время подключился к личному кабинету, но отказался от получения данного уведомления через личный кабинет, то в данном случае данное уведомление, или он не подключен к личному кабинету, то уведомления пойдут данному гражданину по почте. То есть в данном случае эти уведомления идут, эти наши налоговые уведомления идут заказными письмами. То есть первоначально приносит почтальон, далее, если не застали дома, оставляет приглашение, далее приходит на почту, получают. Второй момент. Те, кто у нас подключены к личному кабинету, то есть в данном случае можно не ждать налогового уведомления, и либо те, кто, скажем, пожелает подключиться к личному кабинету, могут не ждать этого уведомления, не ходить на почту, то есть используя интернет-сервис личный кабинет налогоплательщика физического лица, то есть зайдя там в закладку «Начислено» или в закладку «Документы налогоплательщика», «Электронные документы оборот», то он увидит свое налоговое уведомление, может его распечатать. Ну и, соответственно, пойти заплатить либо через финансовые организации, через банки, может заплатить, также используя интернет-сайты, например, не выходя также из дома, как сейчас вот многие пользуются, там квартплату платят и так далее, точно так же можно и заплатить налоги. Но сейчас еще многие активно пользуются сайтом госуслуг. Вот если у человека нет личного кабинета налогоплательщика, то есть он его не подключал, но он зарегистрирован на сайте госуслуг, он может без личного кабинета узнать свою задолженность и оплатить? Или обязательно нужно обращаться в налоговую, все-таки регистрировать личный кабинет? Вот что касаемо узнать свою задолженность, то есть наличие задолженности, то здесь можно ее посмотреть также в личном кабинете налогоплательщика физического лица, а также можно посмотреть, если зарегистрированы, на портале госуслуг, там задолженности выходят, показываются плательщика. Но данная задолженность, она перейдет и будет видна на сайте, на портале госуслуг только после истечения срока, то есть после 1 декабря. До 1 декабря это не задолженность, вот именно на этом сайте не будет видно. А для того, чтобы уведомление получить и заплатить, это необходимо все-таки личный кабинет налогоплательщика. Почему? Потому что личный кабинет налогоплательщика физического лица это все-таки как бы закрытый сайт, то есть в ваш кабинет можете зайти только вы, потому что пароль у вас. Почему? Потому что, в принципе, налоговое уведомление, есть такая 102 статья, налоговая тайна, есть реквизиты, которые относятся к налоговой тайне. Поэтому рассылка идет в закрытых конвертах, то есть это разрешена рассылка, либо идет уведомление в личный кабинет плательщика. Почему? Потому что это ваш личный кабинет, туда любой не зайдет. Поэтому либо так можно получить, либо так. И есть еще, скажем так, третий способ, но это способ для тех, кто, скажем, у нас есть такие, довольно-таки большое количество наших граждан, скажем, вахтовики,
Вот, то есть, если ранее, до предыдущих годов нельзя было, то сейчас данный человек может зайти на портал налог.ру, там есть такая новый сайт, интернет-сайт, да, то есть получить налоговое уведомление. Он может через этот сайт обратиться, подать заявку на получение налогового уведомления в любой налоговый орган, который рядом с ним находится. Да? Ну, то есть, например, там находится в Сургуте на вахте, да, ту инспекцию подает заявку, там приходит, когда он может прийти, и он приходит, получает уведомление, то, которое делается начисление в Сибае. А для того, чтобы завести личный кабинет налогоплательщика, что необходимо? Обратиться в налоговую, какие документы с собой необходимо Вот, иметь? для того, чтобы получить доступ к личному кабинету налогоплательщика физическому лицу один раз придется прийти в налоговый орган. Почему? Потому что получение пароля доступа к личному кабинету, это все-таки представляется физическому лицу. То есть он приходит, заполняет у нас заявление на получение доступа, ну там буквально только фамилия, имя, отчество, паспортные данные с паспортом. Ему тут же дают доступ, дают пароль, ну, это максимум 5 минут времени занимает. Все, с этим паролем идет и дома, скажем, заходит и получает все эти услуги. То есть смотрит задолженность, смотрит переплату, может увидеть, вот, налоговое уведомление, кто 3 НДФЛ сдает, на какой стадии находится его декларация по рассмотрению 3 НДФЛ, какие объекты учтены в налоговом органе. То есть вот эта информация в личном кабинете есть. Многие сейчас очень активно им пользуются. Ну да, вы сказали, придется прийти один раз. Я думаю, если это сравнить с веком, когда интернет был вообще не развит, и его вообще не было, да, стояли люди в длинных очередях, поэтому прийти один раз и иметь возможность впоследствии все делать через интернет, я думаю, это уже не так уж и сложно. Андрей Владимирович, в этом году у нас повысилась стоимость земельного налога. В связи с чем это связано? Ну, земельный налог, это, скажем, местный налог, да, который выплачивается идет местный бюджет. Повышение его произошло в связи с чем? В связи с тем, что произошло не в связи с тем, что, скажем, какие-то ставки увеличили органы местного самоуправления, да, или что-то органы местного самоуправления по решениям органов местного самоуправления ставки, они на том же уровне, что и в предыдущем периоде. Произошло это увеличение в связи с тем, что произошло увеличение кадастровой стоимости земельного участка. То есть у нас объектом является кадастровая стоимость земельного участка. По состоянию на 1 января 2016 года, то есть сейчас мы за 2016 год начисления делаем, было постановление правительства утверждены, но постановление правительства Республики Башкортостан утверждены новые ставки кадастровые, то есть здесь произошло, ну где-то, причем, скажем так, где-то произошло увеличение, а где-то произошло причем и уменьшение кадастровой стоимости, которая была ранее, например, завышена. Вот в данном случае здесь есть увеличение у кого-то уменьшение. И в связи с этим произошло увеличение суммы земельного налога, которая подлежит к уплате в бюджет. Ну, еще один актуальный вопрос, да, в преддверии уплаты налогов, это для кого действуют льготы при начислении налога на имущество, на землю, на транспорт? Понятно. Ну, что касается, давайте начнем с тот налог, который меньше всего льгот. Это земельный налог. То есть по земельному налогу у нас освобождение имеют только герои Советского Союза, герои Российской Федерации, чернобыльцы и ветераны Великой Отечественной войны. Вот эта категория имеет освобождение по земельному налогу. Все. Других категорий у нас законодательством по освобождению от уплаты земельного налога не предусмотрено. Как вот, например, по налогу на имущество. Да? По налогу на имущество к этой категории что добавляется? К этой категории, то, что я назвал, добавляется самая большая категория, это пенсионеры. Вот. Пенсионеры имеют льготу по налогу на имущество, но сейчас я скажу, есть особенности для льготников по налогу на имущество. Вот. Ну, дальше, значит, ветераны боевых действий имеют льготу по налогу на имущество. Далее имеют льготу это военнослужащие, которые 20 лет отслужили, члены семей военнослужащих, погибших при защите интересов Российской Федерации. Вот эта вот категория имеет льготы по освобождению от налога на имущество. Ну и инвалиды первой, второй группы по налогу на имущество. Но здесь есть нюанс. Он заключается в следующем. Освобождаются вот все эти льготные категории, которые я назвал, они освобождаются от налога на имущество за
объекты, определенные объекты. То есть жилые дома за один жилой дом. Если же два жилых дома, то только за один. За квартиры, если две квартиры, то только за одну квартиру. Комнаты, если две комнаты, например, за одну комнату. За гаражи. Гаражи место, гаража место. То есть, ну, здесь также, если два, скажем, гаража, то за один гараж, за второй гараж не освобождается. Вот. А за иные сооружения, да, то есть здесь иные сооружения, какие я назвал, это, в принципе, это не относящиеся к жилью сооружения, да, ну, например, там, здание, там, я не знаю, цеха какого-то производственного, у нас сейчас у многих граждан в собственности такое имущество имеется, магазины и так далее, то по этим объектам освобождения у нас нет. Здесь уплачивается в полном объеме налог. Далее я вот расскажу, что тогда по в части этого налога на имущество. Почему? Потому что вопрос следует. Да? Далее освобождаются еще. Почему вот у нас на садовые домики практически единицам начисления идет, освобождаются в том числе и здания сооружений, которые расположены на личном подсобном хозяйстве, огородничестве, садоводстве. Если эта площадь менее 50 квадратных метров. Ну, у нас садовые домики практически все, в редких случаях более 50 квадратных метров, то они тоже освобождаются от уплаты налога на имущество. Есть вопросы по налогу на имущество. Я сразу расскажу. Извиняюсь, конечно. Ну, рассказывайте, потому что конечно. вопрос такой интересный. Многие сейчас вот нам задают, почему у меня такой расчет, а почему не по налогу на имущество, почему мне вот так вот насчитали. Вот. Дело в чем? Дело в том, что также по налогу на имущество не облагается при исчислении 50 метров квадратной площади от жилого дома. То есть, если жилой дом, скажем, 70 квадратных метров, ну, кадастровой стоимостью, да, миллион, скажем, ну, чтобы кругло бы считать, то 50 метров квадратных, относящихся к стоимости на 50 метров, то, что приходится, не облагается, и плательщику облагается только 20, кадастровая стоимость 20 квадратных метров, то есть превышение 50. Да? У квартиры не облагается 20 квадратных метров, то есть если квартира, скажем, 50 квадратов, то 20 не облагается, 30 облагается. Вот я про дома сказал, ну, в городе не особо много, а в деревнях есть такие, у которых, например, площадь 49,9, 49 квадратных метров площадь. У них вообще налог не начисляется, налог на имущество. Что касается комнат, ну, то есть где комната, там не начисляется на 10 квадратных метров кадастровой стоимости, не облагается, превышение облагается вот налогом на имущество. Это вот есть вот такой вот нюанс при расчете налога на имущество. Ну и у нас остались льготы при начислении транспортного налога. Что касается транспортного налога, то по транспортному налогу, как я и говорил, те же самые категории, да, имеют льготу по транспортному налогу, только в транспортном налоге нет такой категории, как пенсионеры. У пенсионеров льготы нету. Есть льгота у ветеранов труда. Ветераны труда, вот у них льгота есть, но здесь, что бы хотелось бы сказать, что в данном случае освобождается, то есть вот эта льготная категория, они имеют право на освобождение от одного транспортного средства каждого типа. Здесь в данном случае у них освобождение есть по легковым машинам с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, и по грузовым автомобилям с мощностью до 250 лошадиных сил, но с условием, что с даты выпуска машины прошло 10 лет и более. Если, скажем, грузовая машина и мощность больше 250 лошадиных сил, то здесь освобождение, скажем, ну, для примера, освобождения нет вообще ни в одной категории. Как раз к вопросу о льготах, только что поступил вопрос от телезрителей. Сергей Михайлович, ветеран труда, интересуется, почему отменены льготы на земельный налог для льготников ветеранов, ветеран труда. Но что касается льгот по земельному налогу. Дело в чем? Дело в том, что земельный налог он устанавливается налоговым кодексом Российской Федерации, то есть федеральным законом. Данным федеральным законом льготы практически для физических лиц не установлены, ни одной категории. Да, там дано право органам местного самоуправления, представлять плательщикам, ну, дополнительные льготы. Вот органы местного самоуправления в данном случае предоставили, как я сказал, льготы у нас. Это ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, ветеранам Великой Отечественной войны, героям Советского Союза, Российской Федерации и чернобыльцы. Ой, я и забыл еще и награжденными тремя степенями славы, орденов славы. Вот для этой категории определены у нас льготы только.
Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Сегодня говорим о налогах. Если у вас есть вопросы, звоните нам 5 14 95 или пишите сообщение в Вайбере и WhatsApp 8 927 303 43 43. А вопрос задает Людмила Ивановна, тоже ветеран труда. Мне принесли налог на имущество, хотя не должны были этого делать. У меня нет полной квартиры, только доля. В 1/3 прописана я, а в 1/2 проживает мама. Заявили, что 2 квартиры у меня, и я должна платить большую долю. То есть вместо 1/3 она должна оплачивать 1/2. Почему? Такой вопрос. Может быть, ей стоит обратиться уже в налоговую инспекцию? Уже Да, более здесь, детально посмотреть? здесь в данном случае вопрос заключается в чем? Вопрос заключается в том, что, то есть получается, исходя из запроса, да, я так получаю, что и само физическое лицо, которое запрашивает, и ее мама являются ветеранами труда. В данном случае, если являются ветеранами труда, то на основании заявления плательщика с приложением копии подтверждающего документа льготного, льгота данная представляется. А что касается, заявили, что 2 квартиры, то в данном случае, соответственно, необходимо обратиться к нам. Почему? Посмотреть. Потому что бывает на сегодняшний день, может быть, и данные у нас, скажем так, не совсем, может быть, правильно поступили. Да? То есть поступила эта квартира как разделена как отдельные квартиры, скажем так, да, как отдельные объекты. Да. Почему? Потому что это у нас сегодня может быть зарегистрирована квартира, как один объект может быть зарегистрирован, квартира может быть зарегистрирована и отдельно по долям, как отдельные объекты. Вот. А вполне возможно, может быть, у нее действительно есть какая-то еще квартира зарегистрирована. Почему? Потому что бывают такие случаи, что люди пишут, у меня нет, например, земельного участка, мы запрашиваем регистрирующий орган, нам ответ приходит, что у них есть земельный участок. И так далее. То есть здесь вопрос такой, который необходимо у нас рассматривать уже непосредственно по месту нахождения инспекции. Либо в данном случае у данного уведомления есть такой, скажем, отрывной корешок, если по-другому назвать, да, заявление к уведомлению называется, Да, оно. То есть заполнить заявление к уведомлению, прийти, скажем, либо отправить к нам по почте, либо прийти к нам, оставить, и в течение 30 дней мы ответ на данное заявление предоставим заявителю. Еще один вопрос Раиль Юлмухаметов задает. Принимает ли сейчас налоговое заявление о регистрации юридических лиц? На сегодняшний день, начиная с 2017 года, территориальной инспекции по Республике Башкортостан заявление, то есть документ о государственной регистрации юридических лиц не принимает. Это осуществляет прием всех заявлений, осуществляет у нас 39-я инспекция, которая по территории Башкирии является единым регистрирующим центром. Помимо этого, в каждом, скажем, населенном пункте, ну, то есть в каждом городе, а также в центрах районов, то есть центральных, как вот, например, в Хайбинском районе, в Акьяре, да, есть многофункциональные центры. Данные многофункциональные центры также производят прием этих документов. Точно так же, как и мы раньше принимали, они также принимают, также самостоятельно перенаправляют их в 39-ю инспекцию, как и мы раньше перенаправляли. И также плательщик может получить либо, в зависимости от того, как обратиться, либо ему по почте пришлет 39-я инспекция, либо через МФЦ он получит. Но в налоговые органы с 2017 года, ну, Эта функция отменена функция. И он же задает вопрос, с чем, по вашему мнению, связана высокая текучесть кадров в налоговых органах? Ну, действительно есть такой момент? Скажем так, частично бывает периодами, что мы принимаем народ, ищем народ, да, народу приходит. Вот мы проводили недавно, как скажем так, кастинг, да, но на прием приходит. Но первый момент, во-первых, на сегодняшний день, скажем так, принять и обучать человека такой возможности у налогового органа просто нет. То есть человек должен прийти, он должен, скажем, по крайней мере, налоговое законодательство знать. На сегодняшний день знание налогового законодательства, скажем, у многих у нас, немножко хромает, когда мы их делаем
Ну, то есть опрашиваем их знания, да. Ну и второй момент, все-таки на сегодняшний день эта кафедра закрыта в нашем институте, но ранее, по крайней мере, был выпуск, да, налоги, налогообложения. Вот. Мы тем более там сами, вот я там сам ходил, преподавал, то есть мы, скажем, к концу уже обучения, мы, скажем, уже видели 2, 3, 4 человека, которых, в принципе, можно принять на работу, и им предлагали по окончании приема. То есть вопрос решался. На сегодняшний день просто нет, и как бы мы ищем на стороне, но вопрос именно в знаниях. Но в любом случае знания должны быть подкреплены соответствующим документом об образовании. Да, знания должны быть подкреплены. Ну и еще, и, конечно, объем работы, если честно скажем. Большой объем. Да, потому что у нас, ну, не будем говорить, у нас частенько народ и задерживается на работе, частенько приходится в выходные выходить, то есть объемы довольно-таки большие, с учетом того, что у нас, скажем так, инспекция в свое время была 156 человек, и на сегодняшний день осталось 109. Ну, третью часть у нас, ну, буквально за где-то в районе 7 лет сократили. Приняли на себя эту часть работы, оставшуюся. Да, то есть она перераспределилась. Вячеслав Дмитриевич задает вопрос. У меня есть сад и гараж в черте города. Почему за гараж площадью 24 квадратных метра я плачу 520 рублей, а за сад 500 квадратных метров плачу 24 рубля? Но здесь два момента. Во-первых, значит, это кадастровая стоимость. То есть кадастровую стоимость, я, конечно, не специалист, как определяют кадастровую стоимость, но кадастровая стоимость у земель сельхозназначения, если взять, да, и кадастровую стоимость под, скажем, гаражами, то есть это промышленная зона, вот, она разнится. То есть под промышленные зоны считается кадастровая стоимость выше. Это раз. И второй момент, ставка выше. То есть под гаражами ставка земельного налога 1,5% от кадастровой стоимости. По садам 0,3%. То есть разница в 5 раз. Спасибо за ответ. Вопрос задает Султанов Рафис Ринатович, ветеран труда Российской Федерации. В прошлом году с меня удержали налог на имущество. Я ходила в налоговую, сказали, что вернут. Заявление написал, но деньги не вернули. Могу ли я минусовать эту сумму в счет списания налогов? Минусовать эту сумму вы не можете. Почему? Потому что мы, когда рассылаем налоговое уведомление, если есть переплата, этого налогового уведомления указано, что присутствует переплата. Но в данном случае, если вы ветеран и вам начисляли именно налог на имущество, и это имущество не являлось, скажем, жилым домом либо квартирой, то есть могли начислять ведь налог и на имущество не отнесенный, как я говорил, к жилью, то есть по тому имуществу, по которому льготы нет. Может быть и так. Но если вы запишете ко мне на прием, подойдете, то мы посмотрим, разрешим ваш вопрос, определимся. Вопрос задает Радмир. Что делать, если машина продана, а налог начисляется? Частая ситуация, да? Вопрос, да, вопрос в связи с изменением законодательства в части снятия и постановки при купле-продаже транспортных средств, вопрос очень частый. Почему? Потому что сделали, с одной стороны, хорошо, да, то есть вы написали между собой договор купли-продажи, вот, нигде его, в принципе, регистрировать не надо, ни как ранее, не пошли, не сняли с учета транспортное средство, новый хозяин на себя сразу его не поставил, как это было ранее, да. То есть вы отдали машину, отдали ключи, этот договор, и он уехал. Но этот гражданин, который вас приобрел, он не пошел в ГИБДД и не поставил машину на себя на учет. И до сих пор ездит с этими документами, а машина стоит на учете на вас. Соответственно, а у нас по законодательству начисление идет транспортного налога на то физическое лицо, на ком стоит в органах ГИБДД, либо Ростехнадзора транспортное средство. То есть нужно сходить просто в органы ГИБДД, и там урегулировать этот вопрос? Урегулировать надо этот вопрос с тем, кому вы реализовали машину. То есть он должен поставить на учет на себя, автоматом она снимется с вас. Вопрос задает Денисова, если не ошибаюсь, Анисия Федотовна. Мне 83 года, второй год мне приносит налог на квартиру. Она приватизированная. Почему? До этого не приносили. В налоговую сходить не могу по состоянию здоровья. Единственный момент,
единственный момент, про что я могу сказать, то есть то, что у нас отсутствует информация, ну, то есть заявление плательщика с приложением пенсионного удостоверения. Вот. Почему раньше не приносили? Возможно, у нас информация о том, что данная квартира находится у вас в собственности, не было. То есть мы периодически проводим сверки с органами Росреестра, получаем дополнительную информацию. Видимо, была получена дополнительная информация, поэтому этот объект появился. Необходимо написать заявление. Но если вы не можете прийти в налоговый орган, то есть вы можете, как я говорил, к этому уведомлению написать заявление, приложить копию удостоверения, да, и через почту направить его. И оно по почте пойдет к нам. Через почту могут направить ваши родственники любые. Еще схожий вопрос. Там было начисление на машину, да, которую уже продали, а гараж продан, а налог начисляется. Что делать? Если гараж продан, но здесь два момента тоже опять хочу сказать. Первый момент, если начисляется на сам гараж, то есть налог на имущество. Вот. В данном случае, значит, в налоговом органе отсутствует информация о том, что данный гараж вы продали. Соответственно, вы обращаетесь к нам, мы делаем запрос в Росреестр, если подтверждается снятие отчуждения гаража, налог этот пересчитывается. Второй момент, который также встречается, вы продали гараж. Если вы возьмете договор купли-продажи, вы увидите, то есть это те гаражи, которые, конечно, давно были построены, к ним относятся. Вот, вы увидите, что вы продаете гараж, но ни слова не написано в документе, что вы реализуете землю. И если вот вам приходит земельный налог, то тогда вам необходимо обратиться, и эта земля у вас находится в собственности, находится в пользовании, вот, то вам необходимо обратиться в Комитет по управлению муниципальной собственностью. Для чего? Для того, чтобы воспроизвели изъятие данного земельного участка. То есть здесь такая же ситуация. Гараж купил владелец, но не пошел, землю на себя не переоформил. И земля осталась по постановлению, ну так, в то время городского совета, осталась на вас. Еще один вопрос. Есть долги по транспорту за 2008 год. Что с ними делать? Скоро 10 лет, да? Но здесь... Если долги до сих пор, скажем так, не списаны, и вы не уплатили, соответственно, все меры со стороны налоговой инспекции по взысканию данной задолженности предприняты, проведены, и, соответственно, вам платить этот налог придется. Почему? Потому что списание может быть произведено в том случае, если налоговая инспекция не предприняла все меры по взысканию задолженности. Вот. Либо имеются документы, но это за пятилетним сроком от судебных приставов, об невозможности взыскания. Осталось меньше 2 минут. Последний вопрос, который я успеваю вам задать. Марьям, ветеран труда. Налог принесли за сад. Мне 78 лет, я его не посещаю, уже давно забросила. 117 рублей. Что мне делать? То же самое, что я и говорил перед тем, как по гаражу. Да? То есть в свое время выделяли земельные участки, участки переведены были решения в постоянное бессрочное пользование. Да? И, соответственно, для того, чтобы, скажем, вы бросили сад, но решение никуда не делось, сад находится по решению, останется на вас, то есть вам также необходимо обратиться, чтобы у вас изъяли данный земельный участок в КУМС. Большое спасибо, Андрей Владимирович. Я думаю, что сегодня наши телезрители узнали для себя много полезной информации. Но мы обязательно будем приглашать вас еще раз, потому что налоги – это такая тема, по которой вопросы, наверное, не исчерпнут никогда, не исчерпаются. Вот, ну на сегодня все, и до встречи в следующий четверг. Всего доброго и до свидания.